الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. На прошлом уроке мы с вами начали говорить про такую важную тему, как понятие стыдливости. И мы с вами говорили о том, что Аллах Тааля, Аллах Всевышний, Он призывает нас, чтобы мы обладали этим качеством. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда к нему обращались сподвижники и говорили: «О посланник Аллаха, дай нам совет, сделай нам какое-нибудь наставление, завещание, которого мы будем придерживаться», посланник Аллаха сказал: «Усика ан тастахилля». Я завещаю тебе стыдиться Аллаха, так, как ты стыдишься праведного человека из числа твоего народа. И таким образом, стыдливость – это качество пророков, стыдливость – это качество праведников, и в первую очередь верующий должен проявлять стыдливость в отношении Всевышнего Аллаха, а затем уже и в отношении Его созданий, в отношениях с людьми. И последнее, о чем мы с вами говорили, это было то, что из стыдливости, когда человек закрывает свой гаврат, когда человек не показывает свой гаврат, это, как сказать, одно из таких явных проявлений, когда человек обеспокоен тем, чтобы никто не увидел то, что Аллах Тааля запретил ему показывать. И в одном из хадисов сказано, мы этот хадис с вами читали, да, когда сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, у нас гавраты есть, что можно показывать, что можно оставлять?» И посланник Аллаха говорил: оберегай свой гаврат, не давай никому смотреть на свой гаврат, чтобы никто не видел, кроме твоей жены или тех, кто находится в твоем владении. А что касается, говорит, задали вопрос, а человек с человеком, мужчина с мужчиной, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: постарайся сделать так, чтобы тебя никто не видел, когда, в момент справления нужды там, и так далее, да, чтобы тебя никто не видел, как ты находишься в оголенном состоянии. Ну и напоследок, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, у него спросили: а когда человек один, наедине с самим собой, никого рядом нету? И посланник Аллаха сказал: «Фаллаху ахакку аюстахья минху». Аллах более достоин, чтобы стыдились его. И таким образом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, даже в таких базовых вопросах, как гаурат, да, он обязывает нас, чтобы мы обладали этим самым качеством. И вот этому нужно приучать детей. Взрослые, понятно, да, то, что, как сказать, когда начинает совершать намаз, когда начинает поститься, приходить в мечеть, вопросы того, что мужчина не должен оголяться перед другим, и женщина, там, и так далее, да, это все уже становится понятным. Но дети нет. Вот сколько я замечал, субханаллах, некоторые родители до сих пор проявляют беспечность в отношении своих детей, и у них дети уже вырастают, я не знаю, в таких вот, как сказать, ростом выше, чем они сами, и до сих пор родители проявляют слабость именно в вопросе воспитания, в вопросе гаурата. Ребенок уже 10-летний, 12-летний, он до сих пор с родителями приехал купаться на озеро куда-нибудь, да, в трусиках бегает. Субханаллах. 10-летний, у него уже там уже до совершеннолетия осталось совсем чуть-чуть, да? И как нужно же понимать, что человека мы по одному щелчку пальцев, или же, например, сегодня у нас 1 апреля, да, 19:52, там 2 апреля в 00 часов 00 минут ты будешь таким. Его так исправить невозможно. Нужно потихоньку готовить. И зачем дети ходят в школу с 1 класса по 11? Чтобы потихоньку они дошли до самого высшей степени знаний, чтобы, как сказать, получили базовые какие-то понимания. То есть, это все говорит нам о том, что нужно потихоньку приучать. И вопрос гаурата, он не менее важен.
Мы к намазу приучаем детей. Да, все мы с вами знаем, все родители знают, что намаз, ураза там и так далее, условием обязательства является физическое созревание. То есть, когда человеку начинает записываться грех, что он не совершает намаз, не держит уразу, с момента его физического созревания, совершеннолетия, когда наступят у него вторичные половые признаки. С этого момента не совершает намаз, уже записывается грех. Не держит уразу, записывается грех. До этого не записывается. Но нужно к этому приучать потихоньку. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, говорит нам про намаз, да? Приказывайте вашим детям, говорите им, чтобы они совершали намаз в 7 лет, и в 10 лет, если слушаться не будут, тогда, говорит, поучайте их рукой. То есть, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, 7-летнего возраста уже дать понять, ощутить, что такое намаз, приучить. И затем уже, когда он там в 11 лет, в 12 лет, в 13 лет станет совершеннолетним, иншаллах, он уже будет постоянно, без проблем совершать намаз. Почему? Потому что он приучился уже к этому. И ураза то же самое. И точно так же гаурат. С малых лет, если мы не приучим, если мы будем, они же дети, они там да, мы, во-первых, с малых лет мы не взрастим в них качество стыдливости, то есть, что с малых лет, да, он не будет понимать то, что это, оказывается, нужно скрывать ото всех, и от своих братьев, и от своих сестер, и так далее. Это даже от мамы и от папы нужно скрывать, чтобы они не видели тебя в оголенном состоянии. Поэтому нужно приучать с малых лет к этому, и легко нельзя на это смотреть. Это касается гаурата. Вопрос платка для девочек. Мы с вами говорили на прошлом уроке, да, то, что женщина обязана покрывать свой гаурат, это все ее тело, кроме ее лица, кроме ее кисти и рук, и, как в ханафитском асхабе сказано, ступни ног ниже щиколоток. Вот это не является гауратом. Но вопрос платка, да, для маленьких девочек, он, как сказать, немножко такой, что его потихоньку нужно приучать. Потихоньку нужно давать, да, потихоньку нужно обучать. То есть, понятно то, что в 5 лет она, как сказать, не поймет смысл платка, да, в 5 лет, в 6 лет. Но оставлять девочку 7 лет, 8 лет, в 10 лет, в 12 лет, она до сих пор ходит без платка, и говорить, она еще пока не созрела. Вот созреет, потом наденет платок, да, это уже тяжело будет. Потому что ребенок, когда доходит вот этого вот переходного возраста, перед переходным возрастом, 10 лет, 12 лет, он уже потихоньку начинает осознавать окружающий мир, начинает понимать, что происходит, кто эти люди там и так далее, да. То есть он потихоньку, он уже вклинивается во взрослую жизнь, в наше общество, да, и уходит от своего детского состояния. А потом, когда она привыкла, девочка, да, постоянно ходить с распущенными волосами, там, с прической там и так далее, и тут папа и мама там, кызым, все, ты обязан там платок надевать там и так далее, да, для нее это будет большой стресс. Я хочу быть красивой, я хочу ходить с прической, хочу волосы свои показывать. То есть это естественная будет реакция ребенка. Почему? Потому что не привыкла, потому что не поняла, потому что не впитала это в себе в свое, получается, воспитание. Поэтому и к платку в том числе нужно потихоньку приучать задолго до наступления совершеннолетия. Потому что исправить человека и принудить его к чему-то по щелчку пальца, когда наступит совершеннолетие, это будет очень тяжело. Этот процесс, он гораздо дольше времени занимает, чем там пару недель. Стала взрослой, все, кызым, давай, надевай платок, надевай платье там и так далее. То есть нужно к этому время. Поэтому понятие гаурата это не менее важно. Понятие скрывания гаурата это является основой в проявлении стыдливости. И, альхамдулилля, вот в деревнях, например, да, до сих пор у некоторых бабушек сохранилось такое понятие стыдливости. Даже когда, допустим, разговариваю с мужчинами, там, я заставал таких бабушек, да, которые лицо вот так платком закрывали. Бабушка, субханаллах, 80 лет, 90 лет, да, с посторонним мужчиной разговаривают и вот так вот от стыдливости прикрывают. Поэтому, уважаемые слушатели, братья, сестры, гаурат
сокрытие гаурата, оберегание гаурата – это одно из основных проявлений стыдливости людей друг с другом. Дальше идем. Стыдливость – это одно из качеств Всевышнего Аллаха. У Аллаха, субханаху ва та'аля, есть имя Аль-Хайи, обладатель стеснительности, стыдливости. И как об этом сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, однажды, когда посланник Аллаха увидел, как один человек брал гусль и при этом не скрыл самого себя, да? То есть без ширмы, без ничего брал гусль, и посланник Аллаха после этой ситуации забрался на минбар. То есть люди перед ним сидели, взобрался на минбар, да, и восхвалил Всевышнего Аллаха, воздал ему хвалу, и после этого сказал: «Инна Аллаха хайи ситтир». Поистине Аллах обладатель стеснительности, Он сокрывающий, и Он любит стеснительность и сокрытие. И поэтому, если кто-либо из вас будет брать гусль, пусть закрывается. Пусть в закрытом помещении или в закрытом пространстве, пусть так берет гусль. Тут несколько моментов, на которые я хотел указать. Во-первых, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как исправлял ошибки сподвижников. Когда он видел кого-то конкретно, какого-то конкретного человека, кто делал ошибку, он, во-первых, иногда напрямую ему обращался сразу, это было между ними, либо он исправлял эту ошибку путем объявления всем. Но он, когда всем об этом говорил, об этой ошибке, он не говорил: «Джамагат, Салимджан вчера вот так вот сделал, так-то и так-то, да? Знайте об этом. Это то, что он поступил, это плохо». Он так никогда не говорил. На людях всегда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, упоминал: «Ма балу аквамин якулуна када ва када, ма балу аквамин яф'алуна када ва када». Что случилось с людьми? Что случилось с народом? Они говорят такие-то слова, такие-то действия. Что случилось с людьми? Они делают такие-то поступки. То есть, без упоминания конкретного какого-либо человека, обобщенно, но при этом говорил об этой ошибке. Чтобы люди не допускали эту самую ошибку. И поэтому, уважаемые братья, вот это вот психология человека. Это наша природа такова, Аллах Тааля нас создал такими, когда нам говорят о наших недостатках перед всеми, большинство людей, кроме тех, кого помиловал Всевышний Аллах, не принимают этот насихат. Никогда. Даже имам Шафи'и в одном из своих стихов, он говорил: когда ты мне, говорит, делаешь насихат на людях, это, говорит, ты мне, говорит, не насихат сделал, ты меня, говорит, опозорил перед всеми. И поэтому тот, кто видит какую-либо ошибку другого, да, он для того, чтобы исправить этого брата, должен применить всю свою мудрость. И на людях говорить: «Уяцис, астагфируллах, как ты посмел, да я всегда знал, что ты такой», и так далее. Это не способствует изменению человека. Наоборот, мы затаптываем человека, мы его еще больше закапываем в этой ошибке. Поэтому ошибка исправляется либо наедине, и, естественно, нужно избрать такой способ, чтобы человек... наша цель же не высказать ему в лицо: «ты ошибся». Наша цель, чтобы этот человек, который ошибся, он исправился. Он понял, что это ошибка, и он перестал так делать. И иногда это может сделать, как сказать, поругать его. Иногда можно по-мягкому. Иногда можно сделать это другими способами. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, использовал разные способы. Кому-то прямо бил в лоб и говорил: «Афаттанун анта я Муаз». Ты являешься смутьяном, субханаллах, о Муаз, как говорил посланник Аллаха. Иногда он говорил мягко, спокойно, приводя примеры, доказывая. И поэтому избирал подходящий способ в зависимости от человека. И поэтому либо мы делаем насихат ошибающемуся человеку наедине, либо мы об этом говорим перед всеми, но без упоминаний. Или же, то есть мы не выдаем этого человека. Не даем понять то, что это действительно, это же Салимджан там. Он с черной тюбетейкой там, да, с черным чапаном. Видел одного человека, Джамагат, он такую ошибку совершил. У него была черная тюбетейка, у него черный чапан был, и он, по-моему, в Закабанке имамом работает, да? Вот, по-моему, я не буду говорить кто, чтобы гайбата не было, братья, нет, ни в коем случае, да?
вот подобными указаниями, точностями, это по сути все равно, что упомянуть его по имени и перед всеми его, как говорится, опозорить. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не упоминал имен и говорил, что случилось с людьми, они говорят такие-то слова, такие-то действия. И здесь посланник Аллаха сказал: поистине Аллах обладатель стеснительности и сокрывающий. Вот это вот аль-Хайи и ас-Ситтир – это имена Всевышнего Аллаха. Аллах обладатель стеснительности, то есть Аллах Тагаля, мы сейчас об этом дальше чуть будем говорить, да, и Ситтир – скрывающий, то есть Аллах Тагаля, те из его рабов, которые будут богобоязненными, которые будут стремиться к довольству Всевышнего Аллаха, Аллах Тагаля в судный день скроет их недостатки. И есть хадисы, где посланник Аллаха говорит: кто скроет недостаток своего брата в этом мире, Аллах Тагаля скроет его недостатки в этом мире и в ахирате. И поэтому Аллах Тагаля скрывающий. И субханаллах, вот если бы Аллах Тагаля каждого из нас за каждую нашу ошибку начал бы подвергать спросу и начал бы давать там наказание за каждую нашу ошибку, никто бы не выжил. Никто бы не остался целым и невредимым. Аллах Тагаля прощающий, Аллах Тагаля милосердный, Аллах Тагаля скрывающий. Скрывающий наши недостатки от других людей, от других его созданий. И Аллах Тагаля говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: и Аллах любит стеснительность и любит сокрытие. Любит, когда человек обладает качеством стеснительности, и когда он скрывает, не болтает о недостатках, о грехах, об ошибках других людей. Понимаете? И посланник Аллаха дальше говорит: и поэтому, если кто-либо из вас будет брать гусль, пусть скрывается от других глаз. То есть, либо заперется в какой-нибудь комнате, в помещении, либо, если он на природе, там, в пустыне там, или еще где-нибудь, да, пусть хотя бы огородит самого себя какими-либо занавесками там, и так далее, и не оголяется, чтобы его кто-то другой мог увидеть. Дальше, другой хадис, и сейчас мы будем говорить о том, имени Аллаха стеснительный. Как же это? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна раббакум табарака ва та'аля хаййюн каримун, ястахьи мин абдихи иза рафа'a ядайхи илейхи ай яруддахума сифра». Аллах, Ильшисе, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ваш Господь является стеснительным, обладателем стеснительности и великодушным, карим. И он стесняется своего раба возвращать его руки пустыми после того, как он поднял их. Вот здесь вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, радует нас тому, что когда мы делаем дуа, поднимаем руки и просим у Всевышнего Аллаха, если мы в этом искренне, если наше сердце открыто Всевышнему Аллаху, Аллах Тагаля, как сказал посланник Аллаха, стесняется возвратить руки пустыми. То есть Аллах Тагаля отвечает на эту мольбу. То есть сделал дуа, опустил руки, и с тобой ничего не произошло, и тебе ничего не было дано, да? Такого нет. Потому что Аллах Тагаля отвечает на мольбу. И я уже об этом много раз говорил, еще раз напомню, да? Когда человек делает дуа, может быть 3 варианта развития событий. 3 случая, как об этом говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Первое, это либо его дуа будет принято, например, просил красивую жену, чтобы жениться, да? Аллах Тагаля ему это дарует. Машину просил, прощение грехов просил, оказаться в раю просил, да? Что-нибудь, избавление от долгов просил. Аллах Тагаля дарует ему то, что он просил. Второе, либо Аллах Тагаля удержит этого человека от бед и от трудностей, которые были равны тому, что просил этот его раб. Просил, например, какое-нибудь благо, но Аллах Тагаля ему даровал избавление от какой-то беды, которая была равносильна этому благу по своей величине. И третье, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Тагаля оставляет ответ на эту мольбу на судный день. И когда будет судный день, и его рабы будут перед ним, и они будут давать спрос Всевышнему Аллаху, Аллах Тагаля скажет: помнишь, ты тогда делал дуа? Вот теперь я тебе отвечаю.
И вот тогда, говорит посланник Аллаха, каждый из рабов Аллаха пожелает: о Аллах, сделай так, чтобы все мои дуа в этом мире, все они остались на ахират. И поэтому вот эти вот 3 варианта, о которых говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот это вот подходит к этому хадису. То есть Аллах Тааля стесняется не отвечать своему рабу. Он хотя бы одну из этих 3 вещей дарует своему рабу. Что касается качества стеснительности. У людей, у создания Всевышнего Аллаха стеснительность, она может быть хорошей и хорошим качеством, но иногда стеснительность может проявляться качеством слабости. Например, вот он работал, да, но он стеснительный человек, и работодатель задерживает ему зарплату, не дает, да, и он: я стесняюсь подойти, ну как я там, он же такой занятой человек, я стесняюсь там и так далее, да. Или же, например, человек, когда дал кому-то деньги в долг, тот не возвращает, а он стесняется попросить. Ну, там, мало ли, что с ним происходит, там, и так далее, да, ладно уж, там, и ходит, стесняется, но при этом страдает от этого. Это же его деньги, его хак. То есть, среди созданий Всевышнего Аллаха стеснительность иногда может быть и в ущерб самому человеку. Но когда мы говорим про Всевышнего Аллаха и его качество стеснительности, у нас всегда должно быть правило, что все имена Всевышнего, все качества Всевышнего Аллаха, они используются только в хорошем смысле. И они используются, как сказать, в абсолютном понимании. Вот что это означает? Когда мы говорим про знания, человек может быть знающий? Может быть знающий, так ведь? Но можно ли сказать про человека, что он знает все, что на земле? Он обладает всеми знаниями, например, там, закона природы, химии, биологии там, и так далее? Нет, невозможно. Кем бы ни был человек, его знания будут ограничены. Они имеют предел. Но когда мы говорим про знания Всевышнего Аллаха, они не имеют границ. Аллах Тааля знает все. Аллах Тааля знает все, что происходит, произошло, произойдет. Что произошло бы, если бы оно случилось. Аллах Тааля, его знание абсолютно. И поэтому любое его качество, оно только в положительном контексте и не имеет границ. Обладает всеми знаниями. И когда мы говорим про стеснительность, как ученые здесь сказали, это стеснительность такая, которая подобает его величию и которая принадлежит, Аллах стеснительный, стеснительность великого, стеснительность могущественного, стеснительность щедрого Всевышнего Аллаха. И поэтому Аллах Тааля, мы можем о нем говорить только лишь в таком контексте. И как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах стеснительный, великодушный, хаиюн каримун. И он стесняется своего раба возвращать ему, то есть не отвечать на его дуа. Аллах Тааля стесняется. Значит ли это, что Аллах Тааля имеет какую-то слабость? Нет, никогда. Аллах Тааля могущественный, Аллах Тааля ни в чем не нуждается, и Он обладает всеми щедротами. И поэтому здесь мы говорим, что это качество величия. И как сказал Аллах Тааля о себе в Коране, «Ляйса камитлихи шей, ва хуас сами'уль басир», и нет ничего подобного Ему, и Он слышащий, видящий. И на этом с вами остановимся. Иншаллах, продолжим на следующий урок. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.